Доброго времени суток, друзья! Сегодня гость нашей программы «Беседы по пятницам» главный режиссер Уфимского государственного татарского театра «Нур», народный артист Республики Башкортостан, лауреат молодежной премии Республики Башкортостан имени Шейхзады Бабич Зиганшин Азат Надирович. Здравствуйте! Здравствуйте! Как ваше настроение? Настроение отличное, предпремьерное настроение. Вот сейчас идем к финишу. Да, вот замечательно. С репетицией. Вы прямо сейчас прибежали после репетиции. Да, я думал, как же мне быть? Я весь уставший, голова как ватная такая, но думаю, справимся. Ну, вы же счастливы, скажите? Ну, конечно, счастлив. Я счастлив, потому что живу, потому что Всевышний дал право на жизнь. Со всеми ее полосками, черными, белыми, с победами, со всеми какими-то проигрышами. Я благодарю Всевышнего за эту жизнь. Конечно, за то, что вы просыпаетесь рано утром. Да, конечно да? же, конечно же. Да, не болеете, живы-здоровы, слава Богу. Скажите, пожалуйста, Азат Надирович, а вы считаете себя успешным человеком? И вообще, что для вас быть успешным? Что значит быть успешным? Успешным не буду касаться ни профессии, это настолько не важно. Я это все причисляю к суете-сует. У меня ведь фамилия Зиганшин, то есть Еганшин, то есть Жиганшин, то есть космос в переводе, космический. Серьезно? Да. Я об этом не знала. Вот космический, это космос. И, видимо, вот этот космос, он мне все время не дает покоя. Я люблю звезды, люблю ночь, люблю луну, люблю день. Я люблю все, что окружает нас. Что значит быть успешным? Вот я хочу быть успешным, достичь успеха, чтобы стать человеком. С большой буквы Ч. Потому что быть человеком – это каждый день работать. Остаться человеком при всей этой суете-сует. Для меня вот это успех. Сначала было слово, и слово это было человек, да? Ну вот все туда же, да. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, самое сложное в работе режиссера? Выбор пьесы, наверное. Выбор того, что когда твоя философия в голове… Космическая. Космическая. Чтобы, дай Бог, совпало с какой-нибудь драматургией. То есть неважно, 18-19, неважно, 20 век, неважно. Но чтобы вы были в гармонии. Это очень тяжело найти момент такой. Бывает, что в работе говорят заказную пьесу, да, вот заказ. Для меня это самое нелюбимое, когда заказ, и ты вынужден свой карман как бы подстраивать под этот заказ. Карман, я имею в виду, это режиссерский карман, потому что вы же не знаете, что у меня в кармане лежит. То есть какая философия, какой ум, какие мечты у меня лежат в кармане. Я вот про такой карман говорю. Вот. И приходится как-то вот к этому приравниваться, да, подкатить каким-то образом, подстругаться под это, да. Наверное, вот этот момент для режиссера сложный. Вы хорошее слово озвучили. Гармония должна быть, да? А вы гармонию ищете, когда вы ее читаете? Когда вы вкушаете, скажем, аромат того, что дает автор? Или же когда вы уже чувствуете аромат, когда вы его уже ставите? Вот гармония, откуда она у вас? Когда она у вас появляется, эта гармония? Вот про аромат очень красиво сказано. Про аромат первый раз слышу аромат при постановке. Да. Первый раз слышу. И знаете, такая мысль сразу пришла, что при чтении драматургии иногда бывает так. Хватает одной страницы прочитать, цепляет или не цепляет. Это интуиция называется. То есть я работаю интуицией. Если у меня есть отзыв какой-то, сердечко, я прислушиваюсь к нему, то оно само позывы дает. Если нет, я спрашиваю, вам интересно это читать? Они говорят, нет. Мне говорят, тоже. Отложим. Или бывает так, что приносят пьесы, не в обиду, но это так, я не скрываю. Я беру пьесы, читаю одну-две страницы, середину и конец. Или страницы смотрю. Но не цепляет, не радует. Да, и мне автоматически уже хватает этого, понимаете, хватает. Я уже как бы
много что читал, мне как бы достаточно этого познать. А вот про ароматы очень интересный момент. Про ароматы, это вот как раз, я вернусь к тому ответу про заказные. Бывают такие спектакли, когда вот говорят театр, да, нас много приглашают по театрам, да, да, нужно вот этому театру в репертуаре такой-то спектакль. Ну, ты прочитал его, ну, хорошо, да, что-то там как-то думаешь, хорошо поставлю. Приезжаешь, начинаешь работать. Этот аромат, он возникает именно с коллективом. Это интересная очень работа. Это, как понимаете, принесли тебе глину, и сказали, вот тебе глина, а ты не знаешь, что за эта глина и откуда она, с какой части вообще света эта глина, потому что глина бывает разная для гончара, для гончарской работы, понимаете? Вот. И здесь вот по факту вот принесли и лепи. Вот ты начинаешь это лепить, у тебя не получается, ты начинаешь лепить, у тебя не получается. Ты начинаешь искать связь с артистами, с коллективом, да, с постановочной группой. Именно они начинают создавать аромат этот, понимаете? Он бывает иногда вкусный, он бывает иногда едкий. Горький. Он иногда бывает горький, он иногда бывает кислый, понимаете? Но в конце концов мы все начинаем, эта кислость, горькость, она превращается в сладость такую некую, если про аромат говорить, да? И ты начинаешь получать удовольствие и думаешь, боже мой, а я этого и не заметил. Это благодаря постановочной группе и коллективу, которые вместе мы слепили какой-то кувшин. Вот опять еще такой вопрос, который касается, опять-таки, про этого аромата. Как вы думаете, с чем вы можете ассоциировать, когда вот премьера состоялась, вы получаете такое колоссальное удовольствие, с чем вы можете это сравнить? Например, чашечка кофе с утра. Я не знаю, или же там, когда идешь на свидание и видишь свою любимую женщину. Вот с чем это можно ассоциировать, когда ты получаешь такой кайф от своей работы? Я завидую тебе, твоему оптимизму, твоей идеализации. Все очень просто и банально. Серьезно? Да. Просто и банально? Просто и банально. Премьера. Это очередная работа. Как бы я никогда не испытывал, я совру, если я буду говорить сейчас, да, для меня это радость, да, это победа, да, мы шли с таким трудным путем, и вот мы наконец-то дошли. Да. Ну, вранье, это очередная работа, понимаете, там есть свои ошибки. Зритель, конечно же, этого не увидит. Каждая работа, каждая песня, там всегда есть ошибки. Это знает только сам гончар. Эти ошибки. Но этого никто не увидит практически. Это знают или актеры сами внутри, потому что обычно после премьеры, вы же помните, вы и сама как актриса, вы помните, как занавес закрывается, все начинают свистеть, радоваться, хлопать. Иногда даже сам не понимаешь, что это было. Ну да, но как увидит мастера гончара, глаза другие становятся. Вопрос у всех. Как? Или же кто-то знает свой косяк. Что не получилось, над чем мы работали на репетиции. Сегодня не получилось, но ничего страшного. Дабы, я всегда говорю, каждый день это учиться жить. Да. Это каждый день. Если мы будем сейчас довольствоваться, да, своей работой, получать от этого и говорить, да, я это сделал, я обычно себе говорю, я еще раз ничего не сделал. Я еще раз ничего не сделал. И иногда мне говорят, Азат, у тебя пониженная самооценка. Я иногда, конечно же, задумываюсь об этом. Может быть и да, но это мне помогает. Мне это помогает, потому что, по-башкирски говорят, минлек появляется. Когда ты начинаешь себя чувствовать. Ты попадаешь в мир иллюзий и фальши, а они только тебя и ждут в этом мире. Они только тебя и ждут. Они тебе еще подсовывают людей, которые будут говорить, самый талантливый – это ты. Самый-самый большой и талантливый, гениальный человек – это ты. Как только ты начинаешь в это верить, считай, что это твой огромный минус, и тебе нужно начинать все с нуля. А чтобы не начинать с нуля, я нахожусь все время ниже этажом. Все время ниже. Понимаете, если 10-бальная система, да, и мне говорят, тебе 10,
Я говорю, нет, мне 9 или 8. Мне там уютнее и комфортнее, но стабильно. Как бы, да, и есть к чему все время стремиться. А это вот вам не мешает все-таки вот как-то вот осознать себя успешным, осознать себя таким главным режиссером? Вот это вам не мешает всегда оставаться Не на 9 мешает. этаже, чем на 10? Это у нас какой-то стереотип, главный режиссер даже какого-то маленького чиновника начинает превращать, этого главного режиссера. Возможно. Понимаете, мне вот это слово «главное», да просто я творческий человек, понимаете? Я просто не знаю, что будет завтра. Да и не нужно творческому, ну как Человеку творческий узнавать, человек, да, нужно радоваться. настоящий человек должен знать результат. Для меня это вопрос. Понимаете, а все ли в норме? Я, наверное, счастлив тем, что я знаю, что я ничего не знаю. Есть такая фраза, понимаете? Потому что я каждый день стою, я не знаю. Да, что будет? Да, и мир ты заново начинаешь открывать. И этим он прекрасен. И скажите по секрету, когда вы приходите на репетицию, вы тоже не знаете, что будет. Это в зависимости от жанра спектакля, от тематики зависит. Там много факторов. Если это сейчас анализировать, это другая абсолютно тема. Да, другая тема. Но в большинстве, конечно же, какая-то общая картина есть, но я должен отталкиваться, как гончар, так скажем, к своей глине. Я должен знать, какая глина для этого, понимаете? Так как я здесь еще новенький человек в Нуртеатре, я знакомлюсь в основном, наверное, еще с артистами. Они не дадут соврать, у меня больше всего, наверное, идет нажим на какие-то, я ухожу на какие-то лекции. Эта пьеса, она зацепила вас, или, я не знаю, по зову сердца, вы о ней всегда мечтали, или же вы прочитали и сказали, все, я его поставлю. Но уже до этого вы, конечно, ответили на этот вопрос, но хотелось бы еще глубже копнуть. Почему именно эта пьеса? Почему? Так как меня пригласили сюда, Ферзат Фаридович, директор Нуртеатра, он возложил такую мне сразу работу. Сказал: Азат, вот есть малая сцена, нужно срочно начинать делать спектакль. Для меня это, конечно, было как бы вот ничего нет страшнее, когда говорят срочно, понимаете? Ну, мы же понимаем, что это нужна подготовка какая-то определенная, да, какие-то тоже вынашивать, как 9 месяцев мы ребенка вынашиваем, да, что-то должно происходить с человеком. Тут нет времени вообще. По-моему, 3 дня, если я не вру, какие-то мы начали пьесы судорожно читать и заняли всех артистов, которые не заняты. Ульдары Шатшвалиева. Вот. Я их всех взял, вот мы на читке сидели, мы читали пьесы. И вот как раз-таки там эта история произошла. Я говорю, вам интересно? Нет. Они сначала на меня странно смотрели, думали, что сейчас мы будем читать это опять заново все. Я говорю, мне тоже следующее. Вот. И вдруг мы дошли вот до этой пьесы. Я эту пьесу не знал. А эта пьеса была здесь с 2012 года, оказывается, или написана. Она была в 2012 году уже, эта пьеса, но она нигде не звучала. То есть странно, ну, как бы, ну, по крайней мере, на слуху нет. Я бы ее, если бы она мне раньше попалась, я бы ее поставил где-нибудь, да, потому что мне даже самому захотелось сыграть в роли этих дедушек. Знаете, чем она меня зацепила? Во-первых, там есть что актеру играть, есть чем жить. Понимаете, самое трудное, наверное, жанр – это комедия для режиссера. Ну, по крайней мере, для меня. Комедия – это самый сложный жанр. Почему? Отвечаю, для меня. Потому что в каждой комедии ведь она просто так не выходит. Значит, там где-то есть трагедия. Да. Понимаете? Там есть трагедия. А просто так человек смеяться никогда не будет. Просто так мы какие-то вещи не утрируем. Значит, что-то, какая-то драма или трагедия там происходит все-таки. И в этой пьесе происходит. Я вообще люблю пьесы о стариках. Почему я скажу? Почему я люблю старое поколение? Неважно, какие они были, что, как, какие они сейчас. Я преклоняю перед ними голову лишь только потому, что они каким-то макаром, каким-то путем до 90 дожили.
и дальше живут. А вы же видите, какая у нас жизнь. И ее ведь еще нужно прожить. Ой-ой-ой, сколько там всего. Понимаете? Ее ведь еще нужно как-то прожить, жить. Жизнь прожить, не поле перейти, ты веришь? Вот И это вас, оно и и вас есть. вот это как Меня бы… это зацепило. Вот эта жизнь стариков. Я спрашивал, почему не поставили этот спектакль здесь раньше, раз она у вас была, эта пьеса. Банальный ответ услышал. Нету стариков. Нету стариков. Кстати, да, вот хотела задать вопрос. Так я говорю, а ведь у при нас чем стариков… тут старики? Я говорю, при чем тут старики, ребята? Разве здесь о стариках идет речь? Речь идет о любви к жизни. Она к любому возрасту. Понимаете? И тем более те вещи, которые, та ирония, которая здесь сейчас, дай бог, получится, думаю, надеюсь, артисты вытащат эту иронию, могут молодые актеры. Если будут старые актеры, это будет совершенно другая история. Совершенно другая история. Здесь же мы, конечно же, иронизируем ситуацию с любовью к нашему старшему поколению. Но самая главная тема – это не сдаваться. А раз нам Бог открыл эту дверь под названием «жизнь», нужно жить. Тем более сегодняшней, да, ситуация. Несмотря ни на что. Нужно жить. И если тебе даже не смешно, смейся. Всевышний это видит. И Он даст тебе силы. Вот увидим. 13, за все 14, твое терпение, 20, да. За все. Ну, какая-то благодарность за это, наверное, будет. За терпение и понимание. Дай Бог, и благодарить. Скажите, пожалуйста, вот все-таки, когда мы ставим Чехова, ставим Шекспира, да, мы понимаем, что этого автора, нет уже в живых, да, к сожалению, вот так уж жизнь так складывается. А при живом драматурге, при живом авторе сложнее ли, ответственнее ли это? Тем более, когда сам драматург там может приехать, посмотреть и так далее, и так далее. Вот как-то это влияет на работу или нет? Может, вы с ним общаетесь, созваниваетесь, какие-то моменты проговариваете? Нет, я, наверное, только общался с единственным автором, это с Фарид Буляковым. Очень много. Мы с ним были друзья. Имел честь быть ему другом. Он, вы знаете, был закрытый и замкнутый человек. Он к себе практически никого не подпускал. Я горжусь тем, что он меня пускал в свою квартиру. И мы долго всегда говорили с ним на балконе, курили, что-то там обсуждали. Я его ругал очень много. Даже так? Да, даже так было. Он принимал это. Дал право мне ругать его за какие-то вещи, потому что это было. Дневники его, если вы читали, появились в какой-то момент. Это я ему сказал, это я его отругал. По вашей инициативе? Да, это я его отругал, потому что я попросил у него дневники, мне нужны были какие-то зарисовочки его, пару штук. И он мне пару штук из своих дневников дал. Я когда прочитал, там 5-6 строчек, но понимаете, меня что поразило? Я ему звоню и говорю: Флорид Агай, вы понимаете, что это пьеса? В 5-6 строках. Он говорит: ты о чем? Я говорю: вы понимаете, вы уложились в 5-6 строчек целую жизнь. Как? Я говорю: это должны видеть люди. У вас, вы с ежедневник. Я говорю: это должны видеть люди. Почему вы это держите? Но талантливый, гениальный человек, он не может об этом знать. Скромен. Настоящий. Он не может об этом знать. Я ему сказал. И он потом, смотрю, и вдруг, по-моему, в газете начали его появляться дневники про ползунки, вот эти, это просто какие-то про тапочки какие-то. Вроде бы тапочки, а целый сюжет, целый спектакль. Сюжет, понимаете. И я только, наверное, с ним общался, с ним разговаривал. Как-то серьезно очень, потому что его пьесы я очень люблю. Я понимаю, что это очень глубокий человек. И я ему всегда говорил: вы знаете, говорю, Флорид Агай, что вы это не выпишете? Он говорит: как? Я говорю: вы же, говорю, иногда… У меня, говорю, такое ощущение, что вы пишете, говорю, и вы не видите, что вы пишете, потому что завуалирована там такая история жизни, потому что он же пишет комедии все время. Да там чистая трагедия.
Там чистой воды трагедия, это не комедия. А у нас все его спектакли ставят вот как бы вот комедийно. Да, смешно, да, ха-ха, хихи, ха-ха. Поверхностно. Да, но там такая жизнь, ой-ой-ой, как он это, вот понимаете, завуалировал. Поэтому я ему говорил, я говорю, вашими руками, наверное, ангелы пишут. Правильно. Вот так-то, понимаете? Да, это как Ричард Бах, он же писал Да, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», он же шел вдоль моря или океана, и он слышал голос, и ему подсказывали текст. Потом какую-то часть он написал, и была тишина, он не мог дальше писать. И однажды он опять через несколько лет шел вдоль моря или океана, и опять он услышал окончание этого произведения. Ну, вот, это от любви все, понимаете, это от любви к его драматургии происходит. То есть Совершенно у меня вот верно. эти эмоции, понимаете? Любите ли вы ходить в другие театры? Посещаете ли вы другие театры? Не буду врать, нет, не хожу. Почему? Это тоже такая отдельная история. Ну, это вообще такая отдельная. Не от того, что там я тщеславен. Нет. Сказать, наверное, как есть. Трудно зацепить меня. Я уже заранее знаю ходы. Что будет? Да, и трудно зацепить. И я вижу фальшь, я вижу где-то вот не дотянули. Эта проблема и у меня существует, да, в спектаклях. Мне от этого тяжело, понимаете, какие-то такие моменты есть. Поэтому, наверное, и не хожу. Но неужели никогда не было такого? Вы приходите на постановку, смотрите и думаете, да, здорово, но вот я бы сделал по-другому. И возникает желание у себя дома поставить этот спектакль, но по-своему, по-другому. Нет, это, наверное, у всех так происходит. Это и у артистов тоже. Я бы сыграл здесь по-другому. По-другому. Я бы эту песню спел бы по-другому. Я бы эту песочницу сделал по-другому. Это нормально. Это нормально. Это анализ. Это мы не можем быть одинаковыми. Ни в коем случае, иначе было бы очень скучно. Поэтому это нормально. Я бы сделал по-другому. Поэтому как бы такие моменты, они возникают и довольно-таки часто. Можно сказать, всегда. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, возникал ли у вас когда-нибудь такой конфликт, непонимание с актером? Что вот, видите, что актер не понимает, не подчиняется. Не то, что не подчиняется, актер – это глина, да, мы говорим. Актер – это глина, которого лепит, и он превращается в красивую вазу там, или наоборот. Бывало ли такое, что актер не видит, не слышит, не чувствует, и у вас происходит такой внутренний конфликт? Не получается. Бывало ли такое? Не бывало, это на каждом шагу такое. Что вы делаете, когда актер нервничает? Что я делаю? Нервничаю. А бывало, вы Потому что, погоняли вы актера? понимаете, иногда возникает такой момент, я очень жесток по этому поводу, потому что я сам бывший актер. Я прошел этот путь, я знаю, что это такое, и меня никак не обмануть, понимаете. Конечно же, бывает, и часто, и во всех театрах эта проблема существует. Иногда бывает или есть, или нет, понимаете. И ты сталкиваешься, и бывает, что, говори, не говори, но ты понимаешь, что это потолок у человека. А есть актеры, ты знаешь, что есть. Вот, ты знаешь, что есть, да, но у него почему-то вот ты вроде… начинаешь его мять. Да, через При слезы, том, что через… по-страшному мять. Он начинает ненавидеть свою профессию, он начинает ненавидеть режиссера, он начинает ненавидеть эти софиты, он начинает ненавидеть эту сцену, он начинает думать, что он не актер, и как он сюда вообще попал, и зачем он. И вот когда человек проходит через эти жернова, Перерождение. и он говорит, я могу, я сделаю это. Вот тут начинаются чудеса. Вот тут начинаются открываться другие воротики. Добро пожаловать теперь. В большинстве случаев актеры, к сожалению, до этих воротиков не доходят. Но надеемся, это чудо произойдет. Мы на это Оно не очень сразу. сильно. Это очень больно, оно не сразу. Потому что иногда люди теряют годами. Это не месяцы даже. Годами. Потому что по практике я уже знаю, уже и сам проходил эти моменты в других, когда художественным руководителем Стерлитамакского театра был в свое время, я потратил на это 3 года.
3 года, 3 это очень сезона, много, да. чтобы актеров привести в чувство, что они актеры профессиональные. И только тогда, когда я это сделал, а я это сделал, театр начал работать мощно. С одного взгляда все понимали. Все. Машинерия заработала. Понимали с полуслова, с полувзгляда, с полутонов моих голосовых звуков. И было очень легко работать. И актерам, и мне. Они молодцы. Да, многие прошли через жернова такие вот, да, через мясорубку, через унижение. Но те, кто победил, они победили не меня, там, они победили себя. Сами себя. Они себя победили. Но встречный вопрос, значит, лучше, ну не то чтобы лучше, да, намного, наверное, продуктивнее набирать молодежь, молодых ребят, которые будут учиться этой профессии, чем, например, тех, кто уже в этой профессии, да. У вас есть такие мысли создать студию, да, свою, ну, например, учеников, которые будут именно непосредственно в нашем театре работать в Уфимском государственном татарском театре? Да, я понимаю, о чем идет речь. Мне люди тоже говорили: Азат, тебе нужно набрать студию, Азат, тебе нужно обучать. Вы еще никогда не набирали? Никогда не набирал. Я только думал об этом, думал все. Кстати, у меня и как-то был разговор, и приглашали как-то намеком преподавать. Да, преподавать. Но мне было как-то так не страшно, а как-то это ответственно, да, вот ответственность. Это же все-таки дети. Это сознание, это подсознание. А сейчас задачи чуть другие, да, ведь получается? А то, что вот вы сейчас задали вопрос, конечно же, тяжело, и очень много сил уходит и энергии на то, чтобы уже бывалых актеров, которые устояли, да, летами, годами обросли мхом каким-то, да, кучами штампами. Конечно, с ними тяжеловато. Иногда вопрос задаешь: а надо ли уже там что-то делать? Что-то менять, что-то ломать? Конечно же. Легче, конечно же, собрать абсолютно сухую губку, так скажем, и наполнять ее, да, водой, кислородом, понимаете? И тогда это будут твои дети, которые будут просто понимать каждый твой поворот головы, что хочет мастер или что хочет режиссер от тебя. И эту мечту я предложил Ферзат Фаритовичу, директору. Он с удовольствием это принял. Не знаю сейчас, на какой стадии это находится, но, по-моему, не отказали, будут набирать набор студий, чтобы я управлял их мечтами, да, так скажем, в профессии, в театральном искусстве, так скажем, деле, чтобы было правильное направление. Именно то, которое я вижу, именно то, которое я требую. Вот Бог даст, наберем, наверное, на следующий год. Выпустим один, потом вторую группу сразу же, и чтобы эти дети обязательно были в театре. И вы знаете, детей не нужно обманывать. Вот. Мы в ответе за тех, кого приручили, Экзюпери. Вот. Не нужно врать им об искусстве театра. Нужно говорить правду. Нужно говорить не о романтике, что, как говорят, неси крест и веруй, да? Нужно говорить это четко и ясно. Потому что театр — это жесткая вещь. Тем более со мной. Я не нянчусь. Поэтому или ты есть, или тебя нет. Если тебе больно в этом мире жить, и почему тебе больно жить, задавай очень много вопросов миру, Богу, разговаривай с Ним. Самому себе. Конечно же. Задавай очень много вопросов. Отвечай на них. Пусть будет 1000 вопросов. Когда у тебя рождается внутри крик в тишине, значит, ты должен выйти на сцену. Ты должен выходить. Ты должен кричать в тишине, потому что тебе есть о чем кричать. Тогда ты имеешь право выходить на сцену. И тогда у тебя, кого бы ты ни играл, какие бы ты жанры ни играл, ты всегда найдешь о чем кричать. Театр 20-30 лет назад и сегодняшний театр. Чем отличается? Есть ли изменения? Есть ли в драматургии вообще? Ну, не будем касаться драматургии вообще в целом, в концепции. Я об изменениях, наверное, не буду говорить. Конечно же, есть изменения. И кино, и люди, да. Жизнь, все меняется. Да, все меняется. Не буду говорить, что там вот для вас по тем временам было да. так, а в наше время, значит, сегодняшний так. современный театр для вас он какой?
Национальный театр причем национальный театр. Ну, а если к национальным театрам подходить, да, сугубо к национальным театрам, нужно, конечно же, придерживаться все-таки народа, на мой взгляд. Как бы там мы не говорили, как бы мы не говорили о каких-то зарубежных классиках, там, понимаете, о русской классике, как бы мы чего бы ни, каких бы высокой драматургии ни была и пьесы, не нужно забывать о ментальности народа, понимаете? Татар, башкир — это, как у нас говорят, мунлу халак, понимаете? И это не отнять. Вот никак, ничем ты не отнимешь это. Это люди, это народы романтизма. И я всегда себе даю это, а что в этом плохого? Ничего. То есть в романтизме. Нам говорят, вот, ставите такие спектакли иногда, да, вот, есть серьезные. Да, они есть, и я тоже ставил серьезные вещи. Но больше всего, если театр есть, он должен существовать все-таки для народа. Мне так кажется. Понимаете, если есть здание, и это здание кому? И если это 400, 500, 900 там человек, для кого оно построено? Для народа. Чем дышит народ? Какая кровь у народа? Время, автор, коллектив и место. Есть формула такая, да? Место. Автор, коллектив и место. На место это добавили уже. Вот. Понимаете, где вы ставите спектакль? Та же банальная вещь, нет Гамлета, так и не суйтесь туда. Как бы вы там, у вас там, я удивлю, там, или что-то там, я сейчас... Ну, нету человека, нет личности, допустим, в театре. Ну, зачем это делать, понимаете? Ну, не выстрелит ничего. Не нужно этим заниматься, понимаете? Не выстрелит. Сейчас я обратился очень много, конечно, к нашим романтическим, к наивным, в хорошем смысле этого слова, пьесам, к старым нашим, да, пьесам начала 20 века, где очень все банально и вроде бы просто. Но народ это любит, народ это ходит, это заложено в каком-то, я не знаю, ДНК, что ли. И потом, я как-то уже говорил, наверное, в каких-то вещах, я не люблю классику, когда вот осовременивают ее. Якобы мы сейчас по-современному его поставим для молодежи. Мне кажется, это ошибка. Знаете почему? Почему? Потому что автор не писал об этом. Он о джинсах не писал. Он о джазе там не писал. И тот ребенок 5-6 лет, который придет с родителями, для него начинается классика уже в поломанном виде, с джинс и с джаза. А потом няняйка говорит, это не джинс и джаз, это вот мон есть такой. А он говорит, а что такое мон? Балам, мон это мы. Понимаете, не надо отбирать у народа в силу того, что в них уже Богом заложено. Я так считаю. Или это должно быть настолько гениально, да, что да, вот это да. И чтобы бабушки тоже сказали, «Харалесина, харалесинона». «Булайда булабитей, харалесина». Вот тогда я понимаю, когда это поколение оценку дает, и то поколение, тогда произошло вот это чудо. Тогда что-то совпало каким-то макаром, не знаю. А когда это веяние идет якобы по-современному, якобы, и когда старое поколение не принимает, ну тогда зачем это? Да какое старое? Среднее поколение. Поэтому я думаю, что, слава Богу, есть другие пьесы, которым и современная драматургия есть, слава Богу. Занимайтесь современной драматургией, господа, не лезьте в классику, дайте ее такой, какая она должна быть. Я как-то помню, «Вишневый сад» смотрел, да я его первый акт только питерский смотрел, «Вишневый сад», и я ушел с первого акта, какие бы там великие артисты не играли, понимаете, но когда люди купаются голыми в бассейне полностью, понимаете, Антон Павлович об этом не писал.
простите. Как бы мы, ну, автобиографию там многому чего изучали, да, по Антону Павловичу Чехову, и какие они хулиганы были там с Блоком, очень, да? очень. Поэтому, да, как они хулиганили, но тем не менее, вот это он, конечно... Философия была совершенно бассейн, другая. был прозрачный бассейн, где разделись люди и начали купаться вот прям прилюдно, вот голыми. Что это было? Наверное, что-то означало. И я, наверное, не дорос до этого, понимаете, чтобы это... Ну, я не хочу, я не приемлю такую классику. Я не хочу такое видеть. Вы же понимаете, что сейчас уже, к сожалению, вот это потихонечку, не побоюсь этого слова, сатанизм уже входит в театральное дело. Не только, и но не только в театры. И не только в театры. Не будем говорить куда. То есть уже там мы уже считаем ложь за правду, понимаете? Вот что подмена произошла. Вот это страшное. Такая великая идет подмена. Это ужас просто. Что в московских театрах творится? Тоже, да, вот какие-то есть моменты, где это что? Это что вообще происходит, господа? И мы это мы поднимаем и говорим, что это высокое искусство. Я не буду какие-то вещи, где гениталии появляются, да, и где женщина стоит, и что происходит. Это же, это как? Это как? Вот тут мы, татары-башкиры, очень чистый народ. Понимаете? Вот в этом отношении. И вот тут срабатывает романтика. И вот тут, когда москвичи видят наши спектакли, они купаются в этом романтизме, в этом каком-то солнечной стране театра, да, потому что все обгадили везде. Согласна. Обгадили Совершенно все, с вами согласна. все чувства, всю любовь, все уничтожили. Святое. Все уничтожили. Наши театры сохранили это. Не нужно этого терять, понимаете? Пока я есть, я от этого не уйду. Но вот в завершении хочется спросить, вот есть же все-таки понятие, сейчас это очень модно, ездить по фестивалям, устраивать какие-то лаборатории. Но я сейчас не про лаборатории говорю, а вообще про фестивали. Есть ли у вас такое желание? Все-таки для народа это понятно, как бы вы ставите, но есть ли у вас такое, чтобы вот вы мечтаете поехать на какой-нибудь фестиваль со спектаклем своим, пусть это, я не знаю, там российский фестиваль, европейский фестиваль, еще какой-то там татаро-башкирский фестиваль. Готовите ли вы себя к этому и готовите ли вы актеров к этому? Или у вас нету такого? Я ищу актеров. Для фестивальной я ищу работы? материал. Вы пока щупаете? Я ищу глину, потому что тот объем и тот масштаб, о котором я думаю, я должен гармонично существовать с глиной. Я ищу. А вы готовы, например, основная труппа есть своя, а вы вот, например, вы не видите человека, и вы не видите актера в этой роли, да? А вы можете готовы пригласить со стороны и работать с приглашенным актером и плюс, например, наша труппа? Было одно предложение, оно есть, как бы, и ничего здесь такого нету. Это интересный опыт, наверное, был. Ну, это практикуется, в принципе. Это просто бывает очень неудобно в каких-то вещах. Все время нужно согласовывать, да, и репертуарную политику от этого человека или этих людей. Там нужно договариваться. Это целая такая, знаете, машинерия, которая никому, удобнее, когда здесь никому свои не же, нужна свои эта больная актеры. лишняя боль, понимаете? Вот. Поэтому, конечно же, хотелось бы и приглашать. И, кстати, есть один разговор такой. И для актеров, для нас это был бы очень интересный опыт. Есть такой момент, может быть, и получится в скором будущем. Вот. Я думаю, что так и поработаем над одной пьесой, которой еще нет, но которая еще будет. Но она у вас в голове? Она у меня не в голове, она в повести. Она в повести. Вот. И есть человек, есть огромный, большой человек, который хочет это сыграть здесь, в Татарском театре. Что вы хотите пожелать сегодняшнему человечеству даже? Не просто зрителю, да, а вообще обществу, социуму, космосу, человечеству. Что вы хотите пожелать? Я не буду умничать. Просто, как бы очень коротко, наверное. Не просыпайтесь злыми.
Не злитесь ни на что. Прощайте все, что вас окружает. И благодарите, еще раз говорю, благодарите каждый день. Любите людей. Все, больше ничего не нужно. Ничего не нужно. И мир, он преобразится. Мне хочется сказать, чтобы Богу надо помочь нам. Он этого ждет очень сильно. Светлыми мыслями, с красотой в душе, с хорошим настроением. С радостью в душе. С радостью. Не повезло, ну и пусть. Значит, завтра повезет. Не печалиться, не падать духом. Самое главное. Как бы так вот, наверное. Что еще? Не прекращайте ходить в театр. Да, приглашаем в наш театр на премьеру 13, 14 и 20 ноября 2020 года. А я, конечно же, благодарю вас за то, что вы уделили время разговору по душам. Спасибо вам огромное. Желаем вам удачи во всем, в премьере, в жизни и вообще в целом. Спасибо вам за то, что пригласили. Спасибо. Было очень приятно с вами говорить. Благодарю вас. До встречи. До свидания.